Что увидела, даже не я, муж увидел, любитель шоколада. Вы знали, что теперь Калеви Поек есть не только шоколад, но еще и мороженое. А мы с вами в магазине Гросси сейчас. Представляете, как здорово? Здесь 270 грамм или пол-литра, и стоит он 3 евро 88 центов. Вот эта коробочка. 14 евро 37 центов за килограмм. Это те, кто просили за килограмм. А мы опять носимся за продуктами, не поверите. Всем здравствуйте, кстати. Ой, всем привет из Эстонии. У нас сугробы по полметра. А я хотела мамочке тюльпанчики и гиацинты. Знаете, они пахнут сиренью или ландышами чем-то. И вот мы так вот. Сейчас мамочке сюрприз. Мамочке любимый. Вот. Сейчас я вам дома покажу, сколько стоит мясо в Эстонии. У меня все руки заняты, все занято, мне не переключить даже камеру на себя. Подождите, пожалуйста. Ну вот теперь здравствуйте, теперь вижу вас. Так руки были заняты. Мамочке цветочки отнесла. Знаете, так пахнут вот эти вот гиацинты, это просто невероятно. Так, ну а теперь будем обзирать, что у нас с вами куплено. Был вопрос о том, а сколько стоит мясо в Эстонии. Вот вы там все говорили, то все, сколько стоит мясо, сколько стоит рыба. Вот сегодня, что мы купили в Гросси. За мясом я всегда хожу в магазин Гросси. И что купили там? Ну и чек, конечно, и все. Обзор. Ничего такого особенного много не покупали, потому что были в магазине недавно, но сегодня в основном были овощи и мясо, потому что в прошлый раз у нас с вами ни того, ни другого не было. Значит так, яйца были сегодня желтенькие, евро 78. Яйца на эстонском языке будут мунат. Мунат. А одно яйцо будет муна, которое я вижу, что треснутое. Муна. Вернемся к нашей практике эстонского языка, когда я называю продукты или какие-то предметы на эстонском языке. Это всегда очень нравится, очень просят, чтобы я называла, продолжала, не забывала. Это иногда вылетает из головы, но в общем продолжаем. Итак, яйца будут мунад. Мясо. Сколько стоит мясо в Эстонии? Мясо на эстонском языке будет лиха. Лиха. Ну так вот, смотрите, какую я купила большую такой кусок свинины на почти 1,5 килограмма. И за килограмм 4 евро 88 центов всего. Мясо килограмм даже 5 евро нет. А здесь вот такая мякоть, но есть шкурка. Шкурку я обрежу. И ее вытоплю в жаровне или где-то. И потом можно здесь что хотите. И гуляш, и запечь можно. Тогда можно прямо со шкуркой. Надо шпиговать, знаете, там чесноком и можжевеловыми ягодами, всякими разными специями. Это можно или просто натушить с овощами, допустим, да, или тот же гуляш, или еще. На 7 евро вот такой 1,5-килограммовый кусок у меня получился. Это же здорово. Что? Ах, я думаю, кто скребется? Ну ты опоздал. Давай скорее. Давай скорее. Забирайся на стул. Да, кошачий корм тебе тоже купили. В общем, вот так. Это мясо у нас такое. Это наш кот Маркиз всегда помогает мне на обзорах и на готовке. Да, и очень почему-то не любит участвовать в стримах. Хотя кот очень компанейский. Так, еще это мясо называется суппи-лиха. Суп на эстонском так и будет суп. Да, лиха мясо мы уже знаем. Здесь вообще 2 евро 88 центов за килограмм. И на евро 96 у меня более полукилограммовый, почти 700 грамм. Вот такое мясо с косточкой. Это лопатка, я всегда прошу. Меня как-то раз научила продавщица там, что это называется сахарная косточка где-то в лопатке. Короче. Вот, и на суп это всегда прекрасно.
Еще одну такую же косточку суповую я взяла на 3 евро. 2 евро 88 центов по-прежнему килограмм стоит. Да, лиха мясо. И фарш. Фарша всего лишь кило 300. Так его разбирают, так берут этот фарш в Гроссе. Я всегда беру только там. Уж где только нету подешевле. И в Lidl есть подешевле, еще в каких-то магазинах, и компании, и так далее. Но вот нет, такой фарш хороший, как в Гроссе, я не встречаю нигде. Вот, ну никак не. Все время в Lidl я чувствую там как будто песок в этих котлетах. Или, знаете, там, наверное, дробленые эти кости или что, я не знаю. Мне не нравится. Кстати, фарш на эстонском будет хаклиха. Хаклиха. И здесь килограмм стоит 4 евро 68 центов. У меня на 6 евро с небольшим здесь. Но это мало для нас. Я таких, знаете, беру такие вот по 1,5 килограмма. Такие подушки плоско их делаю и в заморозку. То тефтели, то котлеты, то пельмени, то еще что-то. Все время надо, ну вот, разбирают моментально. Моментально. Так что, к сожалению, очень мало я взяла. И взяла еще печенку. Да, Маркиз. Я знаю, что ты любишь печенку. Я делаю только говяжью, только. И 4 евро 88 центов за килограмм. Здесь уже было фасованное. В основном у них лежит свиная печень, но это горечь. Нет, я только говяжью делаю. Прекрасно повышает уровень железа в крови. И это обязательно надо. На 3 евро с небольшим я здесь взяла. Такая коробка, здесь 670 грамм. Ну, тут не очень красиво. Это придется обрезать пленочки. А так, в общем, в целом она ничего. 5 евро нет за килограмм. Печень говяжья. И еще, что мне интересно было, ну, это продается там, видимо, всегда, но то, что видит Яна первый раз, то для Яны новинка. Селянка пухи. Основа для селянки. То есть уже селянка готовая. Я разговорилась в очереди с приятной дамой и спрашиваю у нее, как вы это вот варите, бульон какой-то или что. Она говорит, нет, прямо вот это вот все в кастрюлю, эту начинку, гущу, с водой. И, может быть, там что-то еще добавит, мясо какого-то или нет. Не знаю. Ну вот. Я попробую так, что я, наверное, все-таки вот лопатку сварить, вот эту свиную, да, и вот туда, чтобы на мясном бульоне. Ну, может быть, и не надо. Вот. И за килограмм здесь нету 4 евро. 3 евро 98 центов за килограмм. Вот это очень такая густая основа для селянки. То есть жидкости там практически совсем нету. И я здесь взяла на килограмм у них вот на 4 евро. Сейчас я вам покажу. Ну вот такая она. Она не жидкая. Ну как гуще, чем салат. Ну поняли, да? Вот так. Вот так. Пухи, кстати, это основа или дно на эстонском. Пухи. Вот. Ну попробуем. Интересно. Селянку все любят, а знаете, по-моему, там уже и маслины я вижу, или какие-нибудь оливки там вот плавают. Не плавают, а находятся. Ну, мне так кажется. Не знаю, попробуем. Я никогда не пробовала, я бы ее как-то и не смотрела. А дама так берет, и мне захотелось, знаете, вот это. Так, дальше я взяла евро 78. У нас стоит, называется, сельдерей, да? Называется на эстонском юрселлер. Юрселлер. Корень сельдерея. Он такой. Скажу вам по секрету. Муж пошел его выбирать, этот юрселлер. Я хотел взять брюкву. Он говорит, какая разница? Все похоже на брюкву. Я говорю, нет уж. Брюкву как бы мы пошли смотреть, поставили вот этот вот корень рядом с брюквой. Ну, чем-то похоже, да, особенно для мужчин. Говорит, похоже. Чуть, в общем, не набрал мне брюкв вместо вот этого. Это я так, пока он не слышит. Дальше. Что еще у нас? Евро 88. Уксус 30% нужен тоже для готовки. Мыло было по 30, по-моему, 9 центов. Нет, 58, 39 давно нету. 58, вот я люблю только почему-то это. Мыло на эстонском языке будет сейп. Сейп. Так, кефир. Сами узнаете, как будет на эстонском. Читаем вместе. Кефир.
Кефир классический 2,5%. Кефирчик стоит... В чеке смотрю. Кефирчик стоит 84 цента. Вот такой самый элементарный в пакете. Так, это салфеточки евро 38. Здесь 6 пачек. Это, вот, знаете, там куда-нибудь надо идти, чтобы в сумочке было таких 2 пачки. Подварку. Вот эта вегета, она мне нравится для супов и для готовки. Вообще, я такую побольше пачку взяла. Как-то раньше я от нее отошла, это приправа, что-то она мне не очень, а теперь опять я к ней вернулась. Опять она мне нравится. Стоит она евро 78. Тогда пачка, здесь 200 грамм, она большая, не маленькая. Маленькая стоит дешевле. И еще я взяла лимон. Целых 3. Лимон за килограмм евро 18. Здесь на 50 центов, 54 цента. И лимон на эстонском языке будет ситрун. Ситрун. И еще взяла зубную пасту. Хампа-паста. Хампа-паста стоила 2 с чем-то. 2,20. 2,08. Вру. 2 евро 8 центов. И кошачий корм. Маркис что-то отвернулся. Типа мясо обозрели, уже ничего не надо. Отвернулся такой. Так, и кошачий корм был евро 48. Вот такой. I love. Вот эта модель. Кот на эстонском или кошка, все равно будет кась. Маркис, ты знал, что ты кась? Вижу, что не знал. Как ты экзамен на эстонском сдавать будешь, я не знаю. Так, в общем-то, это все. И чек был на 45 евро. 45 евро и 73 цента стоили все покупки из магазина Гросси. А теперь, пока я все это убираю в холодильник, музыкальная пауза. И продолжаем с вами обзирать. Как это? Раз обзор, то как будет? Обзирать. И это из магазина Риме сюда затесалась черника из Гросси. Стоила она 3 евро 98 центов. Черника. Вот. Ну, перекладывали пакеты. Пакетов много. Так, и вот это было от мамы, от моей мамочки, от бабушки Христине передано. Рулетик и Наполеон карманчики. Вот такие. Вот, про цену здесь не скажу. Это от мамы. Так, чернику сказала. Так, тыква. Тыква у нас стоит 99 центов за килограмм. Здесь на 3 евро. Как мы с вами варили тыквенный суп или вообще просто вот ее с морковкой, запеканку, творог туда такой для чизкейка, знаете, хорошие запеканки будут, ну что-нибудь. Тыква называется на эстонском кырвиц. Кырвиц. А это называется юффикаруль, бисквит-руль, рулет как бы бисквитный. Так, а это сейнет, грибы сейнет. Стоит шампиньоны сейчас со скидкой евро 39. Цветная капуста. Так, этот евро с небольшим дорблю. У меня, кстати, один помидор в холодильнике тоже дорблю. И морковки 2 тоже видела, все дорблю. Так, потом паприка евро 99. Вот такая длинненькая, она сладкая. Вот ее на салаты прекрасно. Ну и потушить тоже. Так, и цветная капуста стоила 3 евро 39 центов за килограмм. Здесь на 5 евро капусты. Цветное пюре из нее хорошо очень делать. Из тыквы супчик, отсюда пюре, грибочки. Ну, понимаете, да, к чему я. Вот, лаваш у меня на завтраке. Но это мне скорее уже, там, знаете, с яйцом, с ветчинкой, с помидорчиками такие вот рулетики сделать. И киви. Вот. И еще я взяла вот маме цветочки. Цветочки, кстати, вот расскажу вам, что тюльпаны сейчас 5 евро букетик и гиацинты 4 евро. То есть на 9 евро вот такой букет, что я вам показывала.
А ты, мама, не слушай, а закрой уши. Так, в общем, это все. Так, вот еще киви были 2 с чем-то. В общем-то, это все. И чек на 4 евро 85 центов, потому что здесь еще был снят вот бонус. Хочу показать бонус. Бонус на 3 евро 75 центов. Еще какая-то компания евро 10. В общем, здесь очень много чего было со скидками. И плюс вот эти накопленные деньги как-то на клиентской карточке тоже снялись. И получилось 4 евро 85 центов всего. Представляете? Вот так вот за это все. Ну как за это? Вот это нет. Только вот за это. Ну тоже хорошо, правда? Ну, в общем, вот и все. Так, вроде все рассказала. Лиль капсас на эстонском будет цветная капуста. Остальное все рассказала. Все. Прощаюсь сейчас с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Хороших вам выгодных покупок, акций. Сегодня встретила очень много своих зрителей. Вот такой день сегодня богатый на зрителей. Я же еще на тренировку ходила с утра. Я такая, честно говоря, так между нами девочками, мальчиками какая-то такая. Знаете, акваэробика, она все-таки забирает силы, и уже вечер, пока магазины, то все, и какой-то такой весь. Вот, так что сегодня видела много своих зрителей. Спасибо вам, что узнаете, спасибо, что подходите. А самое главное, спасибо, что смотрите. Спасибо большое вам всем за ваше внимание, за теплые слова, за комментарии, всякие интересные предложения. Очень приятно с вами иметь со всеми дело. Все, сейчас Калистен Армастон, и до следующего видео. Хеатайка, Калистен, это обнимаю, Армастон это люблю. Каждый раз говорю, может быть, не все же понимают. Не все же из Эстонии. Все, хеатайка, до свидания.